привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет. Всем привет! Недавно прошло замечательное мероприятие, называется «День фантастики». К счастью, наверное, для всех любителей этого жанра пригласили таких именитых гостей, как Сергей Лукьяненко, Олег Игоревич Дивов и многие-многие другие. Потом еще контрольная закупка приезжала, не знаю, в День фантастики или нет, но они приезжали тоже. Какой твой любимый писатель, допустим, в жанре фантастики современных? У меня когда-то была в детстве старая книга «Воины чего-то там» называлась. Она прям такая фантастическая была. Нет, в смысле, обложка была фантастическая. Корабли были какие-то там и так далее. Я положительно отношусь к фантастике. Нравится смотреть всякие фильмы, сериалы, которые показывают нам будущее, которое могло бы быть. Мы могли бы ездить на летающих машинах или летать сами даже могли бы. Летающие машины есть сейчас? Ну, в смысле, в мире. Их создали уже. Где они? Ну, серьезно? Где они? Я с детства читаю фантастику, мне очень нравится, потому что когда я ходил к бабушке на работу, у меня бабушка работала в библиотеке, и там были огромные подшивки старых фантастических журналов. Во-первых, я пока еще не умел читать, я картинки смотрел, а потом я начал читать сначала Кир Булычев, братья Стругацкие, и потом я уже пошел по российским авторам. Фантастика по сию пору для меня является любимым жанром. Имена писателей Сергея Лукьяненко, Олега Дивова и Александра Громова хорошо известны в кругу любителей фантастики и за его пределами. В рамках Дня фантастики они посетили наш город, и нам удалось пообщаться с авторами. Меняют ли вас ваши книги? Естественно. В этом, наверное, заключается основная сложность, когда читатели говорят, будет ли продолжение там у такой-то книги. Какой кошмар, думаю, ну как вот сейчас его продолжить? То есть как снова стать там 20-летним, на полном серьезе, с той же интонацией продолжать писать то, о чем писал тогда? Тяжело. Но мне вот вспоминается как раз из этого «Принцесса стоит смерти». Ну, эта книга написана, когда мне не было еще и 20 лет. Понимаете, что это разные люди, конечно. Считаете ли вы, что жизненный опыт автора необходим? Скажем так, для начинающего автора проще всего писать в каком-то фэнтезийном или совершенно вымышленном инопланетном мире, потому что ему достаточно правильно описывать сюжет. Это автор может делать и в 20 лет. А вот перенести действие в наш мир и описать его серьезно, это в 20 лет практически невозможно. Расскажите, пожалуйста, о том, какие книги, которые вы читали вот за последнее время, вам запомнились больше всего и которые вы могли бы посоветовать. Очень традиционно посоветую книги Терри Пратчетта. На мой взгляд, это прекрасный автор, прекрасные, хорошие книги, добрые, смешные. Интервью с Олегом Дивовым 11 лет назад было одним из первых в моей журналистской карьере. И вот опять. На этот раз мы обсудили нынешнее положение дел в фантастике и в книгоиздании, а также поговорили о том, что же делать начинающему автору. Мы сейчас на дне, и снизу даже не стучат. Слава богу, наконец-то. Дальше можно только вверх. Фантастика осталась совершенно отдельной территорией, где существуют совершенно отдельные люди для совершенно отдельных читателей. С точки зрения элементарной книжной коммерции хочется, конечно, другую аудиторию еще зацепить. Что же все-таки делать, допустим, человеку, который хочет писать фантастику? Выкладывать свой текст в интернет и по возможности его рекламировать, но обязательно отправлять его в издательство. Бумажное издание – это по-прежнему шанс, который ни в коем случае нельзя со счета сбрасывать. Худо-бедно он работает. Насколько важно, чтобы автор сам переживал, проживал и имел какой-то опыт? Не насколько. Мы имеем блестящие совершенно примеры книг, в которых непосредственный жизненный опыт автора реализован. Это весь Хемингуэй, это весь Ремарк. И мы имеем замечательные детективы Чейза, который сидел себе в библиотеке и не высовывался оттуда. В первую очередь, я считаю, важным соответствующий склад ума, который позволяет тащить отовсюду и систематизировать информацию. И человек должен быть внутренне по возможности взрослым. В общем, вкратце, жизненный опыт нужен, не нужен? Понимаешь, никому еще не мешал жизненный опыт. Но бывает такой жизненный опыт, который нафиг он тебе нужен. Хемингуэй, в конце концов, застерился. Напоследок, что бы ты мог пожелать зрителям? Бороться с идиотизмом нужно хотя бы для того, чтобы наши дети не выросли идиотами. Дамы и господа, Олег Дивов, спасибо большое. Для читателей возможность пообщаться с авторами своих любимых книг выпадает нечасто. Это дает много пищи для размышлений, а также мотивацию читать и узнавать больше.
Следующий наш сюжет посвящен концерту «Симфорок» второй части. Этот концерт сделан совместно с симфоническим оркестром и нашими местными рок-музыкантами. Мне понравился ведущий, потому что, мне кажется, он тащил всю картину. И дирижер просто... Он всеми управлял, гитаристами тоже? Кстати, меня удивило то, что многие гитаристы, они не смотрели на дирижера. А должны были? Дирижер, он для всех. Как может дирижер показать барабанщику, как играть, короче? Ну как он должен это сделать? Он не показывает, как играть, он не показывает, Ну, ритм показывает, Да. правильно? У барабанщика там партитура. Он должен вот так сделать. Есть одно движение, которое дирижер в любой композиции, да, всегда вот одно и то же движение. Что в этом смешного? Извиняюсь, просто не знаю, что профессия дирижера вообще. А ты дирижер, что ли? Да. А, ты дирижер? А, вот что напрям соседи. Нет, тра-та-та. Разговорилась. Ну-ка, вот это вот что? А? Что вот это? Это итальянец. Такого жеста нет. Он может, допустим, одной рукой показывать оркестру, а другой может барабанщику вот так показать, и он тогда вступает. Это И надо может попасть еще в выступать. барабанщика. Прикинь, рука дрогнулась, не до того показал просто. О, все посыпалось, что такое? Ну, мне, конечно, больше всего понравилось исполнение авторских произведений, потому что я, конечно, очень люблю классику рок-музыки, но ее тоже в обработке с симфоническим оркестром, ну, практически всю можно услышать где-то. А вот именно оригинальное произведение, песня группы Нархим, которая была исполнена, вот это что-то действительно крутое, необычное именно для нас, именно для нашего города. Обо всем об этом в нашем сюжете. Маша, покажи, как правильно. А можно и двумя руками? Да, Вот это- конечно. А зачем тебе две руки? И правда. Я вот что-то вот думал, живу, зачем мне две руки? Зачем? Симфонический рок-концерт «Симфорок» уже второй раз собирает полный зрительный зал. Сочетание классической музыки и рока — сложный и кропотливый процесс. Музыкант филармонии Якутии Александр Ефимов стал автором аранжировок нескольких композиций этого проекта. Для 3 песен писал оркестровые партитуры. Scorpions Wind of Change, потом инструментал Энди Джеймса What the Lies Beneath и для группы Нархим на песню «Ночь». Соединяю свои знания в плане классической музыки и рок-музыки и там прочих жанров, соединяю, и что-то получается. Если еще брать струнников, там я еще много чего знаю, да? А вот, например, духовые инструменты, это у меня вообще абсолютный ноль. Не в курсе, что да как. И иногда, когда вот пишу, и мне что-то я не уверен в чем-то, например, диапазон инструмента, или играть удобно, неудобно, я вот спрашивал у кого-то. Ну, также и вот у нашего композитора Николая Михеева спрашивал, посоветовал мне почитать там Римского-Корсакова. Помогло конкретно. Вот в первый раз я этого не знал и немного дольше делал. В этот раз, благодаря вот литературе, немножечко быстрее процесс пошел, но все равно, конечно, долго, наверное, делал по сравнению с профессионалами. Мы же классические музыканты, в роке мы неопытные. Там было сложновато организовать какие-то мелочи. Тем более, вот, не знаю, как звукачам, но я думаю, это очень сложная работа. Вот правильно настроить звук, соединить рок-группу с симфоническим оркестром. На записях можно послушать. В основном, наверное, бывает иногда слышно рок-группу, оркестр так, как бы не все слышно, далеко не все. Многие почему-то думают, рок, в переводе это, наверное, скала или камень, что такое. Нет, рок — это кач. И главное на рок-концерте это, чтобы зрителей качал, ну и самих музыкантов.
не профессиональный аранжировщик, поэтому мне было очень сложно. И я знал, что, например, группа Scorpions, они уже играли с оркестром, поэтому часть я слушал с аудиофайла, а часть с видео и смотрел, что музыканты играют. Вот это снимал. То, чего не было слышно, уже как бы сам доделывал. Первый Симфорок, там публика, она восприняла на ура, потому что, наверное, он был первый. А ко второму публика уже была готова, наверное, и, надеюсь, планку не опустили. Но нужно же на уровень подниматься. Ну, главное, понравилось, полный зал, вроде бы было клево. И наш третий сюжет посвящен нашей поездке в Москву. Ох ты, как далеко вы уехали. Да. Сейчас объясню. Дело в том, что джиу-джитсу, в бразильском джиу-джитсу в частности, есть такая традиция путешествовать по другим залам, чтобы тренироваться с разными людьми, тренироваться у разных мастеров. Мы с ребятами вчетвером решили поехать в Москву, чтобы, во-первых, позаниматься с другими мастерами, с другими людьми, а с другой стороны, потому что мы недавно стали филиалом клуба международного Icon Jiu-Jitsu. Это же, получается, смесь духовных практик и физических. Нет. Каких духовных практик? Я не знаю. Короче, объясню очень-очень просто. Типа борьба, но когда еще можно руки ломать, ноги там и так далее. В смешанных единоборствах бразильское джиу-джитсу засверкало и стало популярным на весь мир вот после того, как вышли первые выпуски Ultimate Fighting Championship, где Хойс Грейси в нескольких раундах побил представителей других единоборств. Мне всегда вот интересно было, в чем интерес девушек. Это, во-первых, это не ударный стиль. Не так лицо страдает. Еще если человек не ожидает, что ты можешь что-то сделать, у тебя открывается достаточно большой простор для действий тактических. Это вам не бесконтактная борьба, которая вот здесь. У меня однажды был опыт в единоборствах, но я сходила всего один раз на дзюдо. Ну, вот ты за Конора Макгрегора топишь? Нет? Но сейчас... Она подумала, что это писатель какой-то. Сидим в аэропорту. Такая новость объявляется, он скоро должен пройти семинар в Москве. Главный план был познакомиться, познакомиться с главным тренером. Цена всего 3000 на самом деле. В этой поездке я открыл многие детали, за которыми я, в принципе, долгое время охотился. Любые такие авантюры, приключения дают гораздо больше и в плане жизненного опыта, и в плане техники в дальнейшем. Ну, также мы хотели посетить залы в Москве, которые там были. Наверное, нам всем запомнился этот зал в Лудосе, в котором мы посетили, в первый день. В Лудосе, конечно, все лакшери. Зе Марсело – легендарная личность. Человек, который, можно сказать, стоял у истоков распространения джиу-джитсу по всему миру. Он как фабрика черных поясов. Настоящий профессор, у него есть 20 с лишним черных поясов под его экидой. Он сейчас преподает в основном в Великобритании. И мне показалось, конечно, что это человек, который без преувеличения живет джиу-джитсу. Меня зовут Жозе Марсело Фигейро Родригес. Люди знают меня под именем Зе Марсело. Мне 45 лет, и 24 года из них я занимаюсь джиу-джитсу. Здесь, в России, у вас есть хорошая спортивная основа. По всему миру Россию очень уважают за спортивные достижения. Вы очень атлетичные ребята, сильные телом и сильные разумом, и очень голодные до знаний. Мне нравятся базовые техники. Моя игра очень проста. Я люблю рычаги локтя, удушение иезекиля из маунта и удушение лук и стрелы со спины.
Вы зависите от друзей, с которыми тренируетесь, поэтому не будьте глупыми в зале. Стремитесь не развиваться сами, а помогайте развиваться другим, потому что если у вас будут сильные напарники, вы сами будете быстро расти. У него очень оригинальный подход к тренировкам тоже. Он показывает прием и индивидуально помогает тебе выполнить твою задачу. Он показал свою такую именитую технику, да, в халф-гард. Ну, там снизу, но в основном мне понравилась игра именно сверху. Такой свой парень, который общается со всеми ребятами достаточно просто. Для него это не просто вид спорта, это образ жизни. И это, конечно, очень вдохновляет. Запомнилась мне аттестация, да, то есть мы как раз-таки попали на семинар, и при нас, получается, выдали черный пояс Чкалов. А в России черных поясов там буквально на пальцах рук и ног сосчитать. Нам же подарок подарили. Это была удивительная вещь. Мзе Марсело сказал, что подарит мне свой черный пояс, который он носит. Не для того, чтобы я носил, это не повышение, а так, как сувенир. Мы посмеялись, конечно, но потом на второй день после семинара Мзе Марсело дает кимоно и вручает пояс. Это было шикарно. Это есть в моей странице в Инстаграме, да? Подписывайтесь. Он носил его 12 лет, 5 страйпов, просто взял, снял и отдал. Самая сильная мотивация, которую мы получили. Буквально через несколько часов мы пошли к Ильясу, и вот там зал был как родной. Он давно нас курирует, получается, он приезжал в Якутск. Ильяс выступающий и почти что постоянно занимает призовые первые места. Сам Ильяс очень плотно борется. Много новых интересных вещей он показал в плане осанки, в плане проходов. Для меня был свежий глоток такой. У Ильяса очень интересный подход, совсем другой метод тренировок, больше сконцентрированный на технике. Джиу-джитсу, я бы сказал, нужно определенным образом объяснять. Объяснить общую идею бокса можно в 2 словах. Да? Выруби сам, не дай попасть по тебе. Объяснить общую идею джиу-джитсу тоже можно просто. И это, наверное, то, что нужно новичку. Переведи человека в партер и победи его там. Сделай болевой или удушающий прием. Основная идея это. Ну, например, первое, что я стараюсь привить, я хочу, чтобы человек понял ситуацию, понял, почему он борется так, а не иначе в закрытом гарде, как его правильно держать. Только после этого разобрать разные варианты действия оттуда и так далее. Джиу-джитсу прогрессирует, люди учатся наиболее серьезным, наиболее распространенным подходам, люди аффилируются больше от разных академий. Люди начинают больше заниматься бразильским джиу-джитсу. Растет соревновательный уровень из года в год. Для меня это, по сути дела, жизнь, потому что мне интересно и тренировать, и разбирать логику джиу-джитсу. И тренироваться, и учиться, и улучшать свое джиу-джитсу. И мне нравится зарабатывать деньги с джиу-джитсу, потому что как бы я не хочу чем-то еще заниматься. Мне это нравится. Я хочу посвятить этому больше времени. Нас похвалили и сказали, у нас хороший уровень. Сказали продолжать в том же духе. И с сегодняшнего дня мы официально занимаемся под эгидой Icon BJJ Team. Почему вообще, зачем это делать, зачем вступать, да, становиться филиалом и так далее? Это для того, чтобы мы смогли также ездить, выступать на чемпионатах России, мира и так далее. Конечно, было очень здорово, поскольку вот эта атмосфера путешествия джиу-джитсу, что мы это попробовали хоть всего на неделю, пожить этим, пожить дорогой, и то, что мы как команда прошли через все невзгоды. Этот год мне запомнится вот этим, что мы выехали, потренировались, было очень круто. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме, ВКонтакте и Ютуб. Всех с наступающим, друзья! С вами был Пропеллер. Всем до свидания. Всем пока. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит, будущее в твоих руках. Я выбираю жить в Каи. Узнали? Макс Корж в Якутске, 17 декабря. ЦСП Триумф. Все альбомы, все хиты.
Мы знаем, где пролетит мотылек и где будет крутой флэп, где небо поможет нам. Мы выбираем жить в кайф. Генеральные партнеры: сеть ЕКТ.ру, Центр паровых коктейлей «Куба». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и «Синема-центр». 12+. Слово пацана. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.